Ձեր բերեք Սանկերամիկայի նշված տեսականին իդեալ համակարգի խանութ սրահներից հատուկ իջեցված գներով, իսկ ապարիկ գնելու դեպքում գործում է 18 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շարունակում ենք առաջինի եթերը, շարունակում ենք այն տեսակապով, մեզ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսից միացել է տեսակապով կոնֆլիկտաբան Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով նախկին նախարար Պահատա Զաքարիաշվիլին։ Приветствую вас, господин Закаришвили. Добрый вечер, приветствую наших зрителей. Мне хотелось бы поначалу узнать ваше мнение, возможно, ваши прогнозы относительно тех акций протестов, которые не стихают в Грузии, после того, как премьер-министр Грузии Иракли Курбашидзе заявил о приостановлении процесса евроинтеграции Грузии, как он это анонсировал, до 2028 года. На каком этапе сейчас находятся события и какие могут быть перспективы? Поделитесь вашей оценкой ситуации. Да, уже 16 день продолжается эти акции. Можно сказать, что уже испытание пошло уже на мороз, уже морозоустойчивым называют себя участники акции. В Тбилиси редко бывают такие морозы, и как-то совпало, но, как ни странно, людей становится больше. Ну, по крайней мере, точно не меньше. То есть некоторые думают, что вот морозы начались, и, соответственно, кто-то будет сокращаться количество людей, поэтому специально приходят те, которые не пришли бы, если была бы хорошая погода. То есть очень странное поведение, очень нас всех радует, что для жителей Тбилиси в первую очередь, хотя Тбилиси приезжают из окрестных тоже городов и районов, однозначно, что они не собираются уступить. То же самое со стороны властей. То есть явно есть ожидание, что кто-то уступит. Власти, наверное, рассчитывали, что Новый год, морозы, холод, там, слякоть, снег, не снег, все это вместе помешают участникам акции разойтись домой, но, как видно, что этого не будет. Более того, собираются на Новый год огромное количество людей, они готовятся, собираются встречать Новый год на проспекте Руставели, привезти с собой все эти, скажем так, сладости Нового года, и там устроить большой, скажем так, праздник встречи Нового года. До этого еще 29 декабря, это день инаугурации нового президента, мы его называем де-факто президентом. Участники акции считают, что его избрал нелегитимный парламент, результаты выборов были сфальсифицированы, поэтому нелегитимный парламент не мог выбрать легитимного президента, потому уже пошло в обиход понятие как де-факто президент, де-факто парламент и так далее, что вряд ли должны нравиться властям. Так вот, они тоже не собираются уступать, и все ждут, где порвется, где будет тонкая, скажем так, нить, где порвется, но пока все держится, скажем так, принципиально. И к этому добавился звонок президента Франции Макрона, Иванишвили. Как известно, Иванишвили не является официальным государственным чиновником, он не занимает никакой государственной должности, и вдруг неожиданно президент, ведущего государства в мире, в Европе, звонит некому, скажем так, гражданину Иванишвили по статусу так. И этим подчеркивает, что Грузии некому звонить. Ни президенту, хотя президент там была во Франции, но ни премьер-министру, ни председателю парламента. И Макрон этим подчеркнул, что Франция тоже не признает их легитимность и звонит нелегитимному, скажем так, правителю. И, как видно, мы не знаем точно, но, наверное, не хвалить, наверное, звонили, не поздравлять, и, скорее всего, были какие-то сложности, если учесть, что Иванишвили является и гражданином Франции. И, соответственно, есть разные догадки, но видно, что этот звонок был неспроста и не просто как звонок вежливости. И все ждем, что как будет развиваться ситуация потом уже к ближайшие дни. И последние в этом части грузинская мечта рассчитывает на 20 января. По крайней мере, так они заявляют на инаугурацию нового президента США.
почему-то они думают, что 20 января Трамп в своей инаугурации речи будет о Грузии говорить. То есть, конечно, это мои догадки, немножко моя ирония, но почему 20 января? Потому что в лучшем случае, если Трамп заговорит о Кавказе и о Грузии, это может состояться где-то в феврале или в марте, но не точно не 20 января. Но вот они тянут время и хотят создать контекст затягивающего процесса, чтобы люди устали стоять на улице. Господин Закаришвили, а можно ли отметить, прийти к выводу, что своим звонком Иванишвили, де-факто фактическому властителю Грузии Иванишвили, Эммануэль Макрон оказал ему медвежью услугу? Да, очень, это можно и так сказать, что тогда не должен был Иванишвили отвечать. Сам по себе то, что Иванишвили ответил, он попал в какой-то, скажем так, капкан. Потому что почему он должен был поговорить с президентом Франции? Ну, раз поговорил, значит, это стало такой необходимостью. Потому что он мог бы сказать, что передать, скорее всего, звонок же не произошел просто так, обиденно, как мы звоним друг другу. Скорее всего, было сообщение, что позвонит Макрон, и он был готов. Он мог бы сообщить, что, извините, я здесь ни при чем, вот здесь есть премьер-министр, и позвоните ему. То, что он согласился поговорить с ним, он поставил в неудобное положение и всю Грузию, и свою партию «Грузинская мечта». Почему он отвечает президенту другой страны, неважно какой. И, соответственно, это публично происходит, и сами они потом об этом делали официальное заявление «Грузинская мечта». Никакой связи в этом нет. Конечно, это еще больше усугубило нелегитимность властей в Грузии вообще, что именно с нелегитимным, неформальным, теневым лидером и управляющим разговаривает Франция. Это одно дело, что собирается делать Франция или Европейский Союз. Другое дело, что ты подыгрываешь этому, и ты утверждаешь миф о том, что в самом деле страной управляет не парламент, не институт, не правительство, не премьер-министр, а страной управляет тот человек, который отвечает на звонки, скажем так, ведущих глав дружественных стран. Господин Закаришвили, ресурс прочности протестной массы – это гражданское общество, это молодежь, которая не желает возвращения в Советский Союз, это старшее поколение, которое жило в Советском Союзе и нахлебалось от этого, вдоволь этого всего нахлебалось, это поддержка цивилизованного мира, Запада, Франции, как вот вы сейчас упомянули, и Европейского Союза. Где ресурс прочности власти грузинской? На что она опирается? На кого она опирается? Очень важный вопрос. Дело в том, что как раз, скажем так, избиратели или болельщики грузинской мечты, их не видно. Их на улице нет. Более того, вот позавчера, вернее, должно было состояться зажжение новогодней елки центральной, как и везде. И в Ереване, и везде, и во всем мире так, в столице зажигают центральную новогоднюю елку. Оно не состоялось. Почему? Потому что люди не пришли, те, которые должны были прийти и поддержать власть. Их было несколько десятков. А там было много как раз протестующих. Это происходит именно на проспекте Руставели, елка тоже. Это центральный проспект. Многие граждане Армении это хорошо знают, те, которые бывают в Тбилиси. И что-то происходит. И протесты, и это, скажем, праздники и все остальное. И поэтому протестующие ждали зажжения новогодней елки, конечно, со своими транспарантами, со своими, скажем так, возгласами. А их соратники не пришли. И отложили. До сих пор новогодняя елка не зажжена в Тбилиси. Это сам по себе показывает и слабость, и неуверенность властей. Где их, скажем так, сила, о чем вы говорите, и надежда, это то, что люди устанут. Наверное, самая главная надежда, что рано или поздно рассосутся. Слава Богу, кровь не проливается. Уже перестали устраивать погромы. Точно, чего мы в прошлый раз говорили, это было ужасное избиение, там ломали в костях и так далее. Этого уже нет, точно. И, может быть, из-за Нового года, непонятно, но, по крайней мере, уже люди приходят, стоят ночью, а потом расходятся до следующего вечера. Вот такой сейчас процесс, никто не мешает, и полицейских очень мало сейчас на улице. И видно, что они поменяли стратегию и рассчитывают на усталость митингующих, что рано или поздно людям надоест и не будут ходить на, скажем так, приходить на площади и протестовать, чтобы и требовать новых выборов. Это самое главное требование сейчас. Это
создание условий для новых выборов и проведения таких новых выборов. Но до этого как раз сейчас это инаугурация, конечно, один из тоже важных дней, где опять будет большая стычка. Почему стычка и почему важно? Потому что нынешний президент, еще действующий президент Саломе Зурабишвили, который фактически возглавляет вот оппозиционное какое-то движение, гражданское движение против властей, она не собирается уходить. Она не собирается уступить президентства. Она официально заявила не раз, что парламент нелегитимный, фальсифицированными методами достигнуты результаты, поэтому президент нелегитимный, поэтому пока не будет избран новый парламент легитимный, и этим парламентом не будет избран новый президент легитимный, до тех пор она продолжает свою функцию быть президентом. И она остается во дворце. И вот как раз это новый, скажем так, контекст, что интрига, я сказал бы, она останется во дворце или уйдет из дворца, скорее всего, уйдет, может быть, не уйдет. Там как народ поддержит вот это все, как полиция сможет освободить здание и ввести туда нового президента. То есть вот эта интрига, конечно, настолько сильна, что она может перекрыть и Новый год, и все остальное, все могут забыть обо всем этом. Или наоборот, может быть, даже очень безболезненно пройдет, чего я хотел бы, желал бы. Но в любом случае борьба продолжается, даже если она уступит без каких проблем это здание, то как народный президент она остается. Она харизматична, у нее большая репутация, на Западе хорошо знают ее, она дипломат вообще французский, там работала дипломатом, гражданином была Франции, потом уже возвращается в Грузию, и новый де-факто президент, вот этот Хавелашвили, он говорить не может вообще. Он хороший футболист там был когда-то, видно, но обычно футболисты не самые лучшие ораторы, не самые лучшие политики, скажем так. И как раз вчера у него было интервью на ведущем телевидении Тбилиси, Грузии, и очень слабо себе показал. То есть ему трудно говорить о политических вопросах. На этом фоне, сам по себе это не трагедия, ради бога, не каждый может говорить, например, публично, это не проблема. Но на ее фоне, конечно, он будет постоянно проигрывать. Во-первых, считаться будет как нелегитимный, и он не сможет аргументированно постоянно противостоять натиску народа и главы, можно сказать, народа и лидера народа Саломе Зурабишвили. Так что новая интрига, то есть интриги не кончаются, они постоянно появляются на поверхности, и вот все на это рассчитывают, что рано или поздно эти новые какие-то действия заставят властей пойти на уступки. Кстати, я хотел задать этот вопрос. Почему именно футболист стал президентом Грузии? Что в грузинской мечте нет больше политиков? Это очевидно, что это был изначально проигрышный выбор. Почему было принято такое решение? Да, это экзистенциальный вопрос. Дело не в футболисте, конечно, а дело в том, что он ни на что не годится. То есть это один из характеристик. Дело в том, что Иванишвили очень трудно дается выбор кандидатов, то есть все время проигрывает, все время выбирает такого человека на ведущей государственной должности, который потом от него отходят, дистанцируются от него и против него начинают выступать. Это бывший президент Маргвелашвили, который был до Саломе Зурабишвили. Он тоже также дистанцировался потом от Иванишвили, он тоже кандидат от грузинской мечты был, это был в 2013 году, и потом стал в оппозиции. И до сих пор он является в оппозиции Иванишвили. Потом вот Саломе Зурабишвили. К этому можно причислить и спикера парламента Давида Усупашвили в 2012 году, который был спикером парламента и успешным спикером. Можно представить, это министр обороны Тина Хидашвили, министр обороны другой министр Аласанья. Все уходили в оппозицию. И поэтому явно Иванишвили боится назначить более или менее толкового политика, который в критический момент может уйти от него. И, скорее всего, у них еще какие-то планы, из-за которого, может быть, некоторые кандидаты, некоторые уже фигуры могут в ужасе и в шоке отойти от него. Поэтому он явно подобрал такого человека, у которого даже ощущения шока не будет. То есть он будет готов подписать любое решение
Иванишвили. Поэтому футболист, не футболист, это не важно, просто он оказался футболистом, но человек абсолютно безидейный, у которого нет никакой команды, не может сколотить никакую команду, даже футбольную. И, скорее всего, этот был расчет, что этим они будут убивать президентский институт как таковой, и он будет только как нотариус подписывать какие-то законы, которые будут приниматься этот нелегитимный парламент, скорее всего. Почему? Саломе Зурабишвили, так же как Маргулашвили до нее, они все время накладывали вето на закон, на многие принципиальные законы, принимаемые парламентом. А этот Хавилашвили вообще не будет никаких, даже не знает, что такое вето, скорее всего, я уверен в этом, и будет, вообще не будет проявлять себя, как нотариус будет, как робот будет подписывать любую бумагу, которая из парламента будут ему присылаться. То есть, если мы продолжим отталкиваться от футбольной терминологии, то господин Хавилашвили – это футболист, который будет играть в поле один, без команды? Согласен. Со всеми вытекающими последствиями. Еще вот такой вопрос. Да, Михаил Хавилашвили уже успел выступить с заявлением, в котором отметил, что Грузии нет никакого смысла вступать в Евросоюз, отказываясь от своих ценностей. Это попытка сыграть на настроениях грузинского общества, вот это вот пресловутая, давно избитая тема ЛГБТ и всего-всего остального, что в первую очередь российская пропаганда пытается представить Грузии, почему нет в Армении, почему нет на всем пространстве, постсоветском пространстве, как такой попытка представить в качестве альтернативы движению Евросоюза. То есть вот если вы идете в Европу, то вы отказываетесь от ваших традиционных ценностей, что в случае Грузии, я понимаю, это достаточно болезненная тема. Да, конечно, то, что все-таки избрать, то есть новый президент, де-факто президент, как мы называем, он обязательно задел эту тему, это показывает, насколько грузинские власти в лице грузинской мечты, правящей партии, собираются все сделать, чтобы мы не получили дальнейший прогресс движения в Европейский Союз. И он должен был это заявление делать. Если не сделал бы такое заявление, часть грузинского общества, те, которые протестуют, например, такой категории людей, как я, например, могли бы подумать, что у Хавилашвили другие какие-то взгляды, может быть, и поэтому он не определится четко, будем идти в сторону Европейского Союза или не будем. Он четко заявил, что не будем. И потому что наши какие-то ценности не совпадают. Это сам по себе абсурд, потому что ни одно государство, мы все время спрашиваем у них, укажите хотя бы одно государство в Европейском Союзе, которые потеряли хоть какую-то минимальную идентичность, более того, не сохранили. Там есть уникальные народы, которые являются членами Европейского Союза, которые гордятся своей историей, культурой, языком, религией, идентичностью. Это Болгария, Румыния, разные малые народы, которые ходят в составе, в том же самом Венгрии, во главе Орбана. То есть все бывшие те народы, которые были раньше в составе каких-то других империй, в основном это Советского Союза или Османской империи. Все эти народы достойно себя чувствуют в Европейском Союзе. Почему именно на нас, на грузин, будет все ужасы какие-то несуществующего Европейского Союза, на нас будет перекладывать, когда существующий Европейский Союз абсолютно сохраняет, наоборот, тратит огромные ресурсы, чтобы были сохранены языки, культура и все признаки идентичности тех или других народов. Такого нет примера, и они не могут такой пример привести. Они просто работают на обывателя, который допускает, что нечто подобное случилось, наверное, где-то, но никто не говорит об этом, или может случиться именно по отношению к грузин. Чем грузины, например, скажем так, заслужили такое внимание, такой, скажем так, угрозы, это никто не может объяснить. Чем и хуже или лучше тех же самых болгар, к примеру. Так что, конечно, это демагогия, это фарисейство, это определенный оппортунизм. Ну, надеюсь, что оно все больше и больше не будет уже продаваться уже среди наивного населения Грузии. С избранием Михаила Хавилашвили на пост президента избирательной коллегии поздравили президент Сербии Александр Вучич, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как так получилось, что Никол Пашинян оказался в такой компании, на ваш взгляд?
Не, я не видел здесь какой. Никол Пашинян и Алиев, они наши соседи. Грузия, Армения, Азербайджан, мы вместе, у нас ближайшие 200-300 лет, как минимум, история это идет, мы вместе параллельно идем по всем нашим, скажем так, проблемам и нахождению в разных империях, это Османская или Персидская, потом Российская империя, вместе оттуда выходили, и несмотря на драматические иногда отношения, у Грузии в меньшей степени, а между Арменией и Азербайджаном, к сожалению, до сих пор еще не решили вопросы. Несмотря на это, у нас общая история, общая судьба. На этом фоне чисто из добрососедских отношений, я думаю, что и Армения, и Грузия, и Азербайджан не будут усугубляться внутренние проблемы своих друзей и соседей. Между нами, самое деле, дружественные отношения, по крайней мере, между Грузией и Азербайджаном, и между Грузией и Арменией однозначно. Поэтому я думаю, что Пашинян и Алиев чисто по добрососедских отношениях делают все время, кто бы ни избирался в Грузии, они будут обязательно приветствовать. Что касается Сербии и то же самое Венгрии, и, Беларуси, это, конечно, у них уже свои геополитические интересы. Это уже пророссийские, скажем так, государства. Россия сама не может, скажем так, поприветствовать это все, потому что между нами нет дипломатических отношений. Грузия считает Россию оккупантом, поэтому это разозлило бы грузинское общество. И поэтому вот сателлиты России в лице Венгрии, и Беларуси и Сербии, они, скорее всего, получили какое-то задание, потому что вряд ли сербам сейчас нужно знать, что делать и не делать по отношению к Грузии. Это Грузия для них не является ни стратегическим партнером и никаким партнером не является Грузия. Между нами есть хорошие дипломатические отношения, но не более того. И с Венгрией тоже. Но Орбан просто является лидером ультраправого движения, и так как сейчас грузинская нынешняя власть, де-факто власть, тоже проявляет интерес к ультраправым ценностям, что меня очень печалит. Я человек либеральных, скажем так, ценностей. Конечно, Орбан хочет сколотить ультраправое движение во всем мире, особенно в Европе. Вот как только Трамп был избран, он сразу же приехал в Америку и поздравил. И то же самое в Грузии, кстати говоря, на второй же день, после 27 октября, на второй день выборов, он приехал в Тбилиси и поздравил властей грузинской мечты. Так что у Орбана свои цели, скорее всего, Беларуси и Сербии свои, скорее всего, они получили какую-то директиву из Москвы, чтобы Грузия не чувствовала себя в одиночке. Но это никак не касается ни Армении, ни Азербайджана, ни Турции тоже, потому что Турция тоже старается, чтобы то, что происходит в Грузии, они своим действием не создавали дополнительные, скажем так, сложности внутри Грузии. Поэтому я лично понимаю поведение господина Пашиняна, и лично ни у меня, ни у многих в Грузии нет каких-то других толкований, кроме того, что он поздравил свою стратегическую партнера Армении, потому что между Грузией и Арменией, на самом деле, есть очень важные отношения, и ничего не должно это портить. Никакие выборы в Грузии не должно портить, скажем так, устойчивые связи между Арменией и Грузией. Я в этом уверен. Я сам был в правительстве у 3 премьер-министров. Я точно знаю настроение правительства Грузии при любом стечении обстоятельств, что с Баку и с Ереваном у нас должно быть исключительно только положительные отношения. И, наверное, последний вопрос, господин Закаришвили. Буквально вот недавно грузинский премьер Иракли Кобахидзе заявил: мы сделали все, чтобы сценарий, который произошел в Украине, не повторился в Грузии. И дальше он развивает тему, проводя аналогии с Майданом, который случился в Киеве в 2013 году, сопровождался гибелью людей и так далее, и так далее, и так далее. Кобахидзе заявляет, что мы смогли избежать важных угроз для Грузии, прежде всего смогли избежать войны для нашей страны. Это очередная попытка шантажа? Или вы как-то по-другому расцениваете? Да, это, конечно, шантаж. Это он фарисействует, он лукавит, потому что то, что происходит в Украине в ужасной форме, менее ужасной, но все-таки такой же имперской форме, произошло в 2008 году уже. То, что происходит сегодня в Украине, оно произошло в Грузии в 2008 году. Просто масштабы были другие. Там тоже погибли люди, были, конечно, очень большие разрушения, были перекрыты дороги, и Армения пострадала от этого, и Азербайджан.
движение прекратилось, железной дороги и так далее, все помнят это. Но ничего подобного уже Россия добила своего Грузии. И потом уже она, как-то мир простил России поведение в Грузии в таком виде, как в 2008 году, Россия уже начала планировать и Крымскую аннексию в 2014 году, и потом и это тоже проглотил мир и не заметил, и тогда уже Россия стала вынашивать уже полномасштабную агрессию против Украины уже в 2022 году. Поэтому это все блеф, это шантаж, когда говорят, что сейчас подобное может случиться. Надо видеть хорошо, что Россия никогда не откусывает больше того куска, который не может проглотить. Россия берет всегда те территории, где ждут Россию. Например, Абхазская территория, Юго-Осетинская, Приднестровье, Донбасс, Крым. На этих территориях проживают люди, у которых есть какие-то симпатии к России. Поэтому Россия дальше не... Но создается впечатление, как минимум сейчас, что в Абхазии Россию не очень-то и ждут уже. Великолепно, это тема отдельного разговора, хотя с большим удовольствием поговорю сейчас. Да, потому что в Абхазии явно почувствовали, что после вторжения России в Украине у олигархов российских появились новые аппетиты. Они не могут тратить свои деньги, и они захотели прибрать к рукам по побережью Абхазии. Все хорошо знают, какая ценность имеет побережье Абхазии, не только побережье, вся территория Абхазии, горные регионы. И поэтому они восстали и добились того, что власти, де-факто власти, которые управляли с этими олигархами, их как-то сместили. Да, сейчас в Абхазии именно 15 февраля будет там новые выборы, и президента, да, и, скорее всего, до 15 февраля будет какой-то ожидательный момент. И Россия должна решиться давиться на абхазов, чтобы там продавить олигархические интересы, или иметь с абхазским обществом, скажем так, более экономические и какие-то геополитические интересы, а не олигархические. Да. То есть абхазы сами делят Россию сейчас перед выборами, это может быть искусственно, но делят Абхазию на хорошую Россию, извиняюсь, делят Россию на две части, на хорошую Россию и плохую Россию. Хорошая Россия – это путинская Россия, которая помогает Абхазии, а плохая Россия – это олигархическая, там, региональная Россия, там, Ткачев, там, бывший руководитель Краснодарского края, который свои деньги хочет, сперва купил, скажем так, присвоил побережье Краснодарского края во время Олимпиады и после Сочинской Олимпиады. А сейчас хочет расширить это свои, скажем так, амбиции и на территорию Абхазии. Вот они против этого, как они сами говорят. Хотя я уверен, что в России нет никакой две России. Это одна Россия, это олигархическая Россия, которую управляет Путин. Но оппозиция в Абхазии, они стараются убедить своих избирателей, что это две России. Насколько это убедительно, это посмотрим на выборах. Но вот именно эта формулировка позволила им сбросить действующего тогда президента Бжания, и сейчас вот добились новых выборов, посмотрим, как там все будет. Ну, да, согласен с вами, что не все хорошо у России в Абхазии, то есть там явно к ней отношения испортились и изменились. Господин Закаришвили, я уверен, что у нас будет возможность предметно побеседовать об Абхазии. Пока же мне остается лишь поблагодарить вас за интересный разговор и пожелать Грузии и грузинскому народу успехов в вашей борьбе за ваши права и, самое главное, за ваше будущее. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Մեր հյուրներ, որը մեզ միացել էր տեսակապով, Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիից, կոնֆլիկտաբան, Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով նախկին նախարար Պահատ Զաքարիաշվիլին։ Այսպիսին էին այսօրվա մանրամասները, կհանդիպենք։